Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, хочу предложить вам такую тему гадания. Пророчество от высших сил на ваше будущее. Пожалуйста, кому это интересно, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какое пророчество мне нужно узнать, услышать, получить от высших сил о моем будущем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, какое же пророчество для моих зрителей, для всех тех, кто зашел на мой канал от высших сил, вам нужно услышать, узнать и получить? Но пророчество резких перемен, мои дорогие. Резкие перемены ворвутся в вашу жизнь. Как хотите. Ворвутся они ярко, динамично, непредсказуемо. Вот кто-то из девочек, мальчиков, кто зашел на мое гадание. Я вижу, кто-то на себе просто ставит крест. Либо уже поставил на себе крест. Дескать, мне не везет, может, я там порченный, либо порченная, может быть, там венец безбрачия, либо тотальное невезение, там не под счастливой звездой родился, либо родилась, да, не фартовый я человек. На самом деле это для высших сил звучит смешно. Смешно. Высшие силы, мои дорогие, вас учат. Учат. Да, уроки иногда непростые. Да, иногда они болезненные, но тем не менее, зато мы легче их усваиваем. Чем сложнее и труднее нам что-то дается, тем мы в следующий раз ценим, настроены, больше восприимчивы. То есть здесь очень-очень такие уроки, мои дорогие, вы проходите. Уроки необычные, уроки болезненные. Я вижу болезненность уроков, но тем не менее, верьте, вы уже вот еще чуть-чуть, да, и четверть закончится. Еще чуть-чуть, и школа ваша закончится. Все придет к своему логическому завершению. Я вижу много дорог. Дороги все кривые, косые, ломаные. Да? Я вижу много здесь ожиданий, которые не оправдались. И вы клянете судьбу, себя, людей. И говорите, дескать, ну вот не повезло мне, да. А на самом деле это было вам не по судьбе. То, что вы себе планировали, то, что вы себе там загадывали, было не ваше. И если бы оно исполнилось, вот поверьте, вам бы хорошо от этого не было. Что я хочу вам сказать? Вот для меня основной тема идет, вот вы как ангел, да, человек-ангел, у которого поломаны крылья. Мои дорогие, сейчас вы в таком состоянии, когда у вас просто поломаны крылья. Вы на грани отчаяния. Здесь сердце перевернутое. Перевернутое сердце говорит о страданиях, о переживаниях сердечных. Сердечного толка это и тоска глубокая, и депрессия, и апатия, и нежелание дальше жить, там, верить в счастье. То есть, понимаете, просто человек, вот он негативит везде, где только может. Что я вам хочу сказать? Буквально через несколько периодов времени, у кого-то раньше, у кого-то чуть позже, может быть там, в течение, еще раз скажу, да, вот берем полгода, возьмем полгода, точно уже что было. Вот смотрите, вы здесь ангел посередине с опущенными поломанными крыльями, да, а здесь вы уже ангел, который крылышки вверх поднимает. Понимаете? У вас проснется желание жить, творить, любить, мечтать, созидать. Вот это у вас пойдет в будущем обязательно. И вы
будете порхать на этих своих новых крыльях. У вас в жизни сразу несколько человек будет, несколько человек. Один человек будет ваш сердечный друг, а второй будет как ваш земной ангел-хранитель. То есть это вот такая категория наших друзей, может быть, близких людей, которые нас оберегают и хранят. Да? Вот они как ангелы наши. Вот два человека у вас таких в жизнь идут, которые делают для вас практически все. Все, чтобы ваше счастье состоялось и чтобы все у вас было хорошо. Мало того, благодаря этим людям вот этот крест, видите, сложный крест, вот топор, который крест рубит, валит все ваши беды, валит все ваши неприятности. Вот благодаря этим людям все это случится. Новая дорога в жизни, новый виток у вас пойдет, понимаете, новое начинание. Мои дорогие, здесь улучшения будут колоссальные. Насколько вы готовы к отношениям, насколько вы готовы поменять свою жизнь, настолько вы и получите. Мужчина, который идет, мужчина особенный. Мужчина, конечно, не ангел, скажем так, в отличие от вас, либо женщина, да, вот если смотрит меня мужчина. Но знаете, человеком мысли будет поменять вашу жизнь и свою к лучшему, да. Этот человек может на всю жизнь к вам зайти, да, и остаться на всю жизнь. А может быть и временная ситуация, когда вы просто, знаете, как чтобы поверить в себя, поверить в счастье, поверить в любовь. Человек, который вас выведет из хандры, из какого-то застойного состояния. Вот. Так что идет такая ситуация. Еще раз говорю, здесь просто две линии. Одна, она упирается в никуда, да, и она показывает нам букву «Я», что, дескать, вы останетесь при своем интересе и с верой в себя. А вторая дорога, она ведет к семье, к очагу, к букету, к свадьбе ведет, понимаете, к счастливой жизни. Как вы там определитесь, я уж не знаю. Выбирайте сами. А вот друг с вами, ваш сердечный друг, человек, который ваш ангел, темной хранитель, с вами останется навсегда. Навсегда пойдет с вами рука об руку, будет вам подсказывать, помогать, вдохновлять, лечить, спасать. Не знаю, будет просто, еще раз говорю, вот как мама, да? Как мама для вас человек будет. Это замечательно. Так, еще я вижу у вас джинна. Мои дорогие, джин — это дух, но в данном случае это дух какой-то, который, вот, скорее всего, дух вашего рода, дух-исполнитель, что ли. Да? Это дух, который вам будет давать мудрость, давать знания, давать исполнение. Обращайтесь к духам своего рода. Никогда об этом не забывайте. Знайте, что так не бывает, да, что человек был, да и ушел из жизни, и все, от него ничего не осталось. Эти все люди, духи нашего рода, да, они все живут в нас, потому что мы их продолжение. И эта связь, она из покон века идет, да, вот из поколения в поколение передается. Поэтому не забывайте обращаться к духам рода. Дух рода очень справедливый. Видите, у него две чаши, и у него в голове есть сила, да, в руках у него есть сила. Он может как дать вам, так и может и по попе дать, понимаете? Вот такая тоже ситуация идет. Так что просите помощи и совета у духов рода. Не забывайте свои корни, не забывайте свои родовые места, либо, по крайней мере, вот есть дни поминок, да, когда мы вспоминаем своих близких, поминаем их. Всегда старайтесь вспоминать по максимуму людей. Если на эти дни вы не попадаете, разная все в жизни ситуация бывает, тогда хотя бы ходите в храм, хотя бы раз в год, да, и заказывайте поминальную службу о всех своих родных, о всех своих близких. И будет вам от этого большое-большое счастье. Поверьте, им там будет хорошо, и вам тоже будет от их помощи хорошо. Вот такая идет ситуация. Так, дальше у нас идет, да, пророчество. Смотрите, какое интересное пророчество. У кого-то, мои дорогие, совсем скоро, ну как совсем скоро, да, в ближайший год появится машина. Машина небольшая, светлого цвета, машина быстрая, красивая. Даже вот мне как-то как спортивная идет, либо модель такая, знаете, как похожая на спортивную машину. Очень вы довольны этой машиной. Машину эту любите, бережете. Машина, знаете, она как живая, она тоже будет вам
радость нести, да, вот вы, ну как она вас защищать будет, да, если есть возможность, осветите, будет вам еще дополнительная от нее помощь идти. То есть машина светлая, может быть, вы купите в семью, может себе купите, а может любимый человек вас порадует и подарит вам такую машину. Так. Еще я у вас вижу любовь. То, что будет у вас любовь и счастье, то для меня это вообще не вопрос. Смотрите, вот у вас венец. Венец идет именно чаша. Видите, чаша, такая красивая чаша любви. Любовь у вас будет, причем она, видите, она немножечко косит. Косит в сторону мужчины. Да? Вот мужчина, а вот вы. Мужчина чашу наполняет, а женщина из этой чаши пьет. Вот какая идет ситуация, мои дорогие. То есть мужчина здесь будет делать все, чтобы любовь была, чтобы счастье было, вкладываться в отношения, себя не жалеть, лишь бы вам и в вашей семье общей было все было в семье замечательно, чтобы вам было хорошо. Ну, а вы, мои дорогие девушки и женщины, будете наслаждаться этим счастьем. Вы будете пить из этой чаши любви, чувствовать себя самой любимой, самой желанной, самой-самой для этого человека, для этого мужчины. Любовь здесь просто до гроба. Прекраснейшее чувство, и эмоций очень много, и счастья очень много. И знаете, отношения очень резкие, очень в плане того, что они не застойные, они... Люди, например, там, ну, понятно, да, все мы люди, у нас бывают там и хорошие дни, и не очень, может там где-то недопонимание, где-то, может быть, поссорились, да, и у вас вот именно идет такая ситуация, что вы не закрываете обиды на 10 ключей глубоко в себе, а вы все проговариваете, да, если есть ссора, то я вижу, что мужчина будет первый идти на то, чтобы помириться, на то, чтобы было все хорошо. Мужчина настолько будет вкладываться в эти отношения, что, ну, даже не знаю, тут, что еще можно пожелать. Мужчина молодец, мужчина и работает, и вкладывается, и защищает отношения от всех невзгод. Единственное, конечно, что может быть какой-то момент вы можете заскучать в этих отношениях, да, потому что, ну, как-то прям постучу тут, да, как все идеально и ровно. Но, тем не менее, мои дорогие, здесь в голове есть рыба. Рыба говорит мне о том, что это и есть та самая искренняя, настоящая и чистая любовь. Вам, вот этот человек, который будет с вами, который, например, сейчас с вами, да, знайте, что этот человек ваша судьба, и как хорошо с этим человеком вам никогда ни с кем больше и не будет. Так что всегда думайте, что скука скукой, а надо ценить то, что есть, то, что имеем, да, и не терять. Так, мои дорогие, и еще из пророчеств я хочу вам сказать, что, возможно, будет такая ситуация, когда вам придется, ну, скажем так, обратиться за помощью в медучреждения. Я, конечно, не люблю такие предсказания общие, но тем не менее, да, я расскажу, что вижу. Я вижу, что кому-то придется пройти очень конкретное, ну, достаточно серьезное лечение. Возможно, даже это не будет, ну как, по времени это растянется, да, это не будет быстро. И я вам, мои дорогие, скажу так, что отчаиваться не нужно, ни в коем случае. Нужно вот лекарство горькое это пить, пока у вас улучшение не пойдет. А улучшение у вас будет 100%. Так что там не думайте, не переживайте, знайте, что все будет замечательно. Вы преодолеете все невзгоды и все болезненные ситуации. Главное, не пренебрегайте помощью специалистов, потому что я вижу, что специалистов будет два специалиста, которые действительно вас на ноги поставят и дадут вам, скажем так, как новую жизнь, да, понимаете, тут и качество жизни улучшится, и, ну, самочувствие, понимаете, сами, да, будет просто прекрасным. Здесь есть звезда, исполнится какое-то ваше заветное желание, причем такое, знаете, давнишнее, которое, ну, как мечта шла, вот именно реально мечта, и вы понимали, что нет, скорее всего, никогда не будет, а оно исполнится. Вот такая идет ситуация, мои дорогие. Так. На этом гадание мое закончено. Я в будущем буду делать еще такие пророчества. Может быть, раз в месяц буду делать, чтобы мы понимали, что там у нас в жизни происходит. На этом пока все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.